Архимандрит Дорофей Дбар Дмитрий Заурович родился в 1972 году в селе Мгудырхо Гудаутского района, окончил Сухумское художественное училище, отделение изобразительного искусства ВАГУ, Московскую духовную семинарию. В 2001 году с отличием окончил Московскую духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию на тему «История христианства в Абхазии в первом тысячелетии». В 2001 году в Свято-Михайловском мужском монастыре был пострижен в монашество с именем Дорофей, Пантелеймоном, архиепископом Майкопским и Адыгейским. Там же был рукоположен в сан иеромонаха. С 2001 по 2006 года иеромонах Дорофей, настоятель Каманского монастыря. В 2001-2002 годах секретарь епархиального совета Сухумо-Абхазской епархии. В 2002 году создал Новоафонское духовное училище. С 2007 года иеромонах Дорофей, насельник монастыря святых Рафаила, Николая и Ирины в Греции. В 2009 году был принят в докторантуру Аристотелевского университета в городе Салоники. В 2011 году в монастыре Пресвятой Богородицы в Греции был возведен митрополитом Дмитрием в сан архимандрита. С 2011 года архимандрит Дорофей председатель Совета Священной Митрополии Абхазии. В 2014 году на Богословском факультете Аристотельского университета защитил докторскую диссертацию на тему «Место кончины святого Иоанна Златоуста» и стал первым в истории Абхазии доктором богословия. Хатырску ахопшша, хатырску астудентша. Вишукса рюнуцха апсу телехопшраджи, а кафедра адырытырыджи, имя пахкон, а телехопшрат лекцику. Абханпи студентша рабщарамшко и надхалана, хадырытыра анкалана ихан. А я сейчас мачк сацфен, вишукса гемачум аусхауишти, убреханпи проект хочек ахопшве его акчекер калойтха. Аха ацухтун пиам тзухана и рачна азарака, а кафедра каломаха и харту и хазау и налага с гуйбера ансажит. Будет ли кафедра? Все чаще и чаще задают наши телезрители этот вопрос. И мы сегодня открываем новый телевизионный сезон нашей программы «Кафедра». Спасибо. Спасибо. С лекцией о древних греческих рукописях, о манускриптах, доктор богословии, председатель Совета Священной Митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей. Добро пожаловать! Что интересно молодым людям вашего возраста? Что бы вы хотели услышать, когда перед вами стоит человек в рясе, то есть священнослужитель? Разумеется, то, что волновало людей во все времена. Кто есть человек, в чем смысл человеческой жизни, проблемы добра и зла, любви и ненависти и так далее, и так далее. Вот этими вопросами люди задавались во все времена издревле. Поэтому прежде чем мы с вами, в том числе и я, дам ответ свой на эти все вопросы, бытия нашего, мы должны знать, что говорили и писали и думали об этом те, кто жили до нас. Вот все, что они осмыслили относительно этих главных вопросов, которые интересуют каждого человека, все это сохранилось и дошло до нас благодаря исключительно рукописям и главным образом греческим рукописям. Почему? Вы, наверное, слышали такое понятие «греческие музы». Это из греческой мифологии, из античности. Слово «муза» происходит, по-гречески. От этого слова мы потом имеем понятие музыки. Храмы в честь греческих муз, от них происходит понятие музея. Эти музы являлись покровителями
в областях литературы, искусства и науки. Вот в этих трех областях греки практически создали все, за исключением только так называемой 10-й музы, потому что в античной литературе мы встречаем наименование 9 муз и их покровительство над такими известными отраслями, как эпическая поэзия, как история, как астрономия, как комедия, как трагедия и так далее. Вот 10-я музыка, единственная, которая была создана после античных греков, это кинематография. И вот все, что мы знаем в этих областях, сохранилось исключительно, еще раз повторяю, в рукописях. Например, исторические сообщения античных авторов, свод юридических законов римских авторов, философские, богословские, медицинские трактаты античного и христианского времени и так далее. Мы ничего с вами не знали бы сегодня о сочинениях Геродота и Страбона, Аристотеля и Платона, святого Василия Великого и Григория Богослова, Гиппократа и Архимеда, если бы их сочинения не сохранились бы в различных рукописях. Более того, поскольку перед вами выступает и священнослужитель, христианский, православный, Священное Писание, та книга, которая тиражируется большим количеством и самая известная во всем мире, она тоже дошла до нас, то есть Библия, она тоже дошла до нас благодаря рукописям. Например, мы знаем очень известные рукописи IV века, так называемый Ватиканский Синайский кодекс. Вам может показаться, на первый взгляд, что сегодняшняя лекция о греческих рукописях ориентирована на очень узкий круг людей, на специалистов, которые занимаются научной работой в области истории, философии и так далее. Вы можете спросить, мы где можем реально использовать плоды сегодняшней лекции? Приведу вам следующий пример. Вы идете по городу Сухуму в сторону университета. Вдруг к вам подходят молодые люди и говорят, что мы из организации «Свидетели Иеговы» и хотели бы с вами побеседовать о смысле жизни, о вере и так далее. Узнав о том, что вы не являетесь членами этой организации, являетесь христианами, православными, церковными, неважно, они вам говорят о том, что вы неправильно исповедуете свою веру, что истина только там, в той книге, которую держат они. В этом случае единственная для вас помощь, чтобы, во-первых, разобраться самим в этой ситуации, кто из вас прав, и, во-вторых, по возможности переубедить вашего собеседника, вы не обойдетесь без сегодняшней лекции. Почему? Потому что немецкий ученый XX века Курт Алланд собрал все рукописи греческие с текстами Нового Завета из Священного Писания. Значит, напомню, что Новый Завет, главная книга, на которой зиждется христианство, была написана на греческом языке, за исключением только одного Евангелия от Матфея. Все остальное было на греческом языке. Так вот, сохранилось 5000 рукописей во всем мире. Значит, ни в одной из этих рукописей мы не встречаем наименование Бога как Иегова или Яхве. Это один момент. Второй момент. Существует критическое издание этих рукописей, известное как издание Нестли Аллена. Оно у меня сейчас в руках. Это древнегреческий латинский текст, то есть текст, в котором все эти рукописи соединены и сверены. И здесь приводятся разночтения, разногласия, какие фрагменты в наше время, значит, были внесены в Средневековье, в наше время оттуда извлекаются, поскольку их нет в изначальных рукописях и так далее, и так далее. О критических изданиях мы еще вернемся к этой теме. Так вот, открывая послание апостола Павла Колоссянам,
этот город находился в Малой Азии, недалеко от Эфеса, сегодняшней территории Турции, он писал следующее во 2 главе 9 стихе. Я вам читаю, как это было написано во 2 веке. «Ότι εν αυτό κατοικήν παν το πλήρωμα της θεότητας σωματικός». Если мы это переведем, означает «в нем», то есть во Христе, обитала вся полнота божества телесно». То есть он был Богом, то, что отрицается вашими собеседниками, если они будут из организации свидетелей Иеговы. Далее. Очень важно, друзья мои, помнить следующее, что практически все, что мы знаем о истории нашего народа, об истории нашей страны, издревле сохранилось исключительно в греческих рукописях античного и особенно византийского периода. Какую бы вы рукопись византийского времени не взяли бы в руки, какое бы исследование в области византологии не взяли бы в руки, это может подтвердить и Ирина, которая тоже занималась как раз историей Абхазии византийского периода. Значит, когда вы открываете индекс слов в конце книги, все они начинаются практически с указанием слов авазгия и авазги. Мы говорим с вами об азге. Значит, в той литературе, которую вы читаете, по истории Абхазии, учебниках, вы встречаете авазгия, абазгия, абаски и так далее. Откуда все это происходит? Греческая буква «вита» в латинской ее транскрипции и для западных источников читается как «б». Отсюда «абазгия». Буква сигма, греческая, перед буквой альфа читается и слышится как «з». Отсюда «абазгия». Соответственно, если прямая передача, авазгия или авазгия. Вот эти все варианты, которые вы здесь видите, и в том числе в рукописях, они связаны исключительно с транскрипцией, то есть с прочитыванием этого текста, либо в изначальной его форме, либо в поздней форме. Вот, поэтому это не разные народы или путаница в названии абхазского народа в древности. Передо мной лежит книжка, написанная Елени Глигаци Альвелер. Это первая женщина, которая стала ректором Европейского университета. В данном случае речь идет о Сорбонском университете во Франции. Она греческого происхождения, была замужем за француза, известный очень крупный исследователь. Она написала книжку, называется «Ятито Византио», «Почему Византия?». И открывая индекс книг, как я вам сказал, вы видите первое слово «авазгия», «авазги». Далее. Очень часто слышим следующее. Вот там где-то в Ватикане, значит, в каких-то подвалах, за 7 дверями, за 7 печатями хранятся некие рукописи. Значит, они хранятся еще где-то. Нет никакого доступа. Вот если мы туда попадем, значит, мы сделаем небывалое открытие в области истории нашего народа и так далее, и так далее. Вот это называется, друзья мои, мифология. Почему? Потому что пока 70 лет, то есть в период советского времени, когда наши исследователи не имели возможность попасть в разные европейские библиотеки, в том числе, где хранятся рукописи, на Западе составлялись каталоги рукописей, издавались рукописи, проводились целые исследования. Сегодня в этом интернете, которым мы пользуемся все, большинство рукописей лежат в свободном доступе. Поэтому никто от нас не скрывает никаких рукописей нигде, за исключением того, что сокрыто в земле. То, что, возможно, могут найти археологи. Поэтому у вас есть
такая возможность, тем более в то время, когда вы живете, вы можете поехать в любую страну, в любую библиотеку, выучить любой язык, имея возможность интернета, и работать над этими рукописями. Далее. Не сказать о греческой письменности нельзя, говоря о греческих рукописях. Значит, если говорить в целом, история греческой письменности начинается с Микенского периода, то есть 15 век до нашей эры, до эпохи Возрождения. Значит, сейчас хочу, чтобы некоторые вещи, о которых я буду говорить, вы тоже фиксировали. Наука, которая занимается изучением древнегреческой письменности, называется греческая палеография. Запишите, пожалуйста, это слово. Палеография. Оно происходит от греческого палеография, что означает древняя письменность. Значит, вот эта наука состоит из 4 ветвей. Прошу тоже запомнить. Первое. Эпиграфической вы увидите, значит, полиграфические надписи. Хочу отметить, что с 8 по 4 век до Рождества Христова, значит, древние греки пользовались, и, разумеется, сфера их влияния, пользовались исключительно эпиграфическими надписями, то есть надписями, сделанными на камне, на металле и других твердых материалов. Мягкий материал, который потом превратится в книгу и в рукопись, появится только в IV веке. Здесь вы видите полиграфические надписи, которые находятся в открытом музее Парфенона в Афинах, где милостью Божией я писал, эти фотографии принадлежат мне. Точно такие же надписи имеются на различных колоннах. Вот здесь вы видите очередную надпись. Хочу отметить особо, что таковые надписи имеются и на территории Абхазии. Один из них представлен перед вами. Разумеется, надпись 19 века, там нужны уточнения, но тем не менее, это камень с греческой эпиграфической надписью находится на Анакопийской горе до сих пор. Вот этот камень и следующий камень, он тоже находится там, XI века. К сожалению, отношение и гостей Абхазии к этому очень плачевно, потому что сейчас эти надписи исцарапаны, Петр, Николай и так далее. Значит, каждый, кто пребывал, он их царапал. Это я вам привел иллюстрации, опубликованные впервые архимандритом Леонидом Кавелиным в 1884 году. Вторая ветвь. Дипломатическая. Речь идет о различных документах, изданных императором, императорские указы и так далее, вислые печати, в которых имеется определенная информация. Почему я вам привожу эти надписи? Именно потому, что еще Геродот, древнейший историк, и Фукидид, они использовали эти надписи, точнее информация, которая давалась на этих надписях, для своих исторических работ, для подтверждения тех или иных событий и фактов, которые они описывали. Поэтому и мы то же самое делаем в отношении абхазских надписей. Дипломатическое, то есть вы понимаете, о чем идет речь, то есть это все документы в наше время, которые циркулируют в Министерстве иностранных дел и в президентской администрации, если говорить современным языком. У нас сохранилось в составе коллекции, которая находилась в Константинополе, в Стамбуле, сохранилась вислая печать, которая принадлежала некому Георгию Абазгу. Вот эта надпись была, когда я учился в Греции, обнаружена в одном из каталогов. Она гласит следующее. Сфрагис, то есть печать, авазгу тон графон Георгию, то есть печать того, кто пишет этот документ. К сожалению, этот документ в наше время утерян. Далее. Третья ветвь. Палеографическая. Значит, эта ветвь занимается исключительно рукописями,
в виде кодексов, то есть в виде книг, как вы видите передо мной здесь на столе. И, наконец, четвертое. Папирологическое. Эта ветвь занимается папирусами. Поясню один очень важный момент. Почему папирусы стоят здесь на последнем месте, хотя возникновение папирусов предшествовало и палеографической, и дипломатической. Дело в том, что до конца XVIII века у нас практически не осталось никаких рукописей из папируса. Только с началом больших археологических работ стали обнаруживать эти папирусы. Поэтому мы его помещаем в последнее место. Далее. Теперь, пожалуйста, запишите формулировку, что есть рукопись. Что есть рукопись? Определение. Рукопись, то есть написанная рукой, то, что мы на греческом говорим хирографу или на латыни манускрипт, это книга в виде современной книги, в скобках, но не всегда, которая написана от начала до конца от руки и чаще всего большого объема. Как создается рукопись? Значит, 3 важных пункта прошу тоже зафиксировать. Первое. Автор пишет книгу. Например, Платон, Аристотель, Геродот, Архимед, кого хотите. Как и в наше время автор пишет книгу. Он по-гречески называется синграфес. Второе. Книга копируется или тиражируется. Рукописная книга. Значит, этот человек, кто это делает, называется оантиграфес, то есть переписчик. И третий пункт. Копии, точнее, распространяются. Вот 3 важных пункта, на основе которого создается и возникает рукопись. Существует прототип рукописи. Например, Платон написал свое сочинение. Это прототип. На греческом языке это называется автографо. Очень знакомое нам на слух слово. Когда мы написываем собственную книгу, написанную нами, оставляем автограф на ней. Значит, вот этот прототип, и из нее переписчики делают копии в том количестве, в котором существует заказ. И чаще всего этот заказ исходит от очень богатых людей, главным образом царей, императоров, которые могли себе эту роскошь позволить. Почему? Потому что для нас с вами книга сегодня доступна всецело. Нет никаких проблем ни с бумагой, ни с типографией и так далее. В те времена это очень дорогое удовольствие. Далее, вот это все, где создавалось, тиражировались рукописи, называется скрипториум. Скрипториумы существовали главным образом при монастырях, особенно на Западе, ну и в том числе на Востоке. А интереснейшая деталь, что благодаря монахам, которые исповедовали либо католическую, либо православную веру, да, они в этих скрипториумах переписывали и сохранили до нас сочинения античных языческих авторов. Если бы не было бы этих монахов, у нас не было бы этой литературы сегодня. Поэтому и когда сегодня мы часто видим ревнителей веры, им нужно вспомнить немножко историю, когда они думают, что кроме Библии ничем другим монах не должен заниматься или священник. Вот вам наглядный пример. Еще одна очень интересная деталь, которую, я думаю, вам стоит запомнить. Переписчики, которые делали рукописи, друзья мои, они не обязательно должны были знать язык, на котором была написана рукопись. То есть, например, он берет прототип на греческом языке, но совершенно не владеет греческим языком, не знает ни одного слова. Для вас кажется странным, как можно этому человеку поручить копировать, книгу. Дело в том, что у этих людей была безупречная зрительная память, с помощью которой они делали эту копию, не зная, не читая текста. В наше время
чтобы вы поняли, что это и в наше время существует. Значит, есть такой сайт TLG, он называется, я потом, если нужно, вам дам Thesaurus Language Greek. Это, собственно говоря, электронная греческая библиотека. Эта группа работает в Соединенных Штатах, и они, значит, вносят, перенабирают все греческие тексты из рукописей и изданных рукописей. Это колоссальнейшая работа. И вот когда они объявили гранты, им нужны были специалисты-наборщики, в одной из групп выиграли филиппинцы, которые совершенно не владели древнегреческим и греческим языком. Но они меньше всего делали ошибок при наборе текста. Поэтому вот этот пример древнего, он и до сих пор сохраняется. Говоря об этом сайте, хочу вам сказать, что это очень важный сайт, и для вас в том числе в дальнейшем, если вы будете заниматься какой-либо частью истории Абхазии. Почему? Потому что большинство рукописей и источников в интернете расположены, вывешены в формате дежавю или же PDF. Да? Этот формат не всегда читаем. Да? То есть, если вы хотите найти слово «абазгия», значит, в какой-то книге, да, если оно в PDF или в дежавю, он не всегда вам найдет. Почему? Потому что эти тексты написаны другой орфографией, которая сегодняшняя орфография, которая стоит в компьютере, в главном мозгу, не читает. А вот этот набор, который существует в этой TLG, любой текст, а вы представьте себе, что там уже тысячи источников и рукописей. Так вы задаете Абазги, он находит все сочинения, в которых упоминается это слово. Но этот сайт платный, он очень дорогой, он открыт только для студентов высших учебных заведений, европейских университетов. Значит, пришли вы в библиотеку, взяли рукопись. Что вы должны сделать? Вы прежде всего должны определить содержание рукописи. Это философский трактат, это богословский, это история Абхазии, и что там в ней записано. И дальше есть такая в конце графа, которая называется биографическая заметка, которая вам дает информацию не об авторе данного сочинения, а кто переписчик этой рукописи. Но для того, чтобы облегчить эту работу, как я вам уже сказал, на Западе велась большая работа. Вот, в последней четверти 20 века в Вене начали издавать каталоги с именами переписчиков греческих рукописей. Вышел первый том в 1981 году в Вене. Значит, это огромный трехтомник, если в дальнейшем вам это будет интересно, оно у меня есть в копии. В первом томе даны в алфавитном порядке имена всех переписчиков рукописей, которые хранятся в различных библиотеках Британии, всей Британии. Число этих авторов составляет 387 имен. Эти рукописи датируются от 800 до 1600 года. Во втором томе приводятся орфографические особенности написания, то есть почерка, каждого из этого автора. В третьем томе, иллюстративном, приводится фотоснимок одного листа из каждой от 387 рукописей. Поэтому, имея это издание в трехтомном виде, вы вдруг, если неожиданно где-то найдете рукопись в Абхазии, сможете установить автора и дату благодаря этому каталогу. Таких каталогов, к сожалению, немного, работа только ведется. Точно такой же каталог сделан по рукописям, которые хранятся во Франции, и по рукописям, которые хранятся в Риме вне Ватикана. Почему я говорю вне Ватикана? Потому что Ватикан – это особая тема, там огромное количество рукописей. И вот вы, найдя биографическую заметку, вдруг видите, что там указана дата, когда была составлена рукопись. И вы видите, что вы никак не можете понять, о какой дате идет речь. Потому что вы встречаете там порядка 4 цифр. Значит, например, 5569. Вы думаете, неужели мы попали, так сказать, в будущее от нашего времени? Почему? Потому что надо знать. Это особая тема, я тоже не буду о ней говорить, ей можно посвятить целую лекцию. Но просто дам вам несколько примеров, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Известный французский исследователь Грумель, который работал в Париже, он издавал очень много интересных документов
вот из этой части, дипломатической части византийских источников, в том числе один из документов XI века сообщает нам об абхазском священнике, протоиерее Василии Абазге, о котором мы не знали с вами до нашего времени, который жил и был священником во Фраке около Константинополя. Так вот, он написал вот такую работу, значит, хронология, на французском языке написано, хронология, которая является настольной книгой для всех историков и исследователей античной и особенно главным образом византийского периода. Почему? Потому что он приводит разницу. Если вы где-то встречаете месяц июль в рукописи или в источнике, это не означает, что он совпадает временным рамках с тем месяцем июль, который мы сегодня используем в нашем календаре. Если вы встречаете такой-то год, это не означает, что он совпадает, потому что календарная система была разной в Александрии, в Антиохии, в Константинополе, во многих других городах. И чтобы вы окончательно могли удостовериться, что ту дату, которую вы приводите в своем исследовании, в дипломной работе, основаны на источнике или рукописи, что это именно эта дата, и не вводили абхазский народ в заблуждение в этом отношении, нужно пользоваться этой книжкой. Например, если вы меня спросите даты Рождества Иисуса Христа, во всех древних источниках вы найдете цифру 5508 год. Вот это исчисление, летоисчисление, которое вы часто слышите сегодня от меня тоже, до Рождества или после Рождества, или до нашей эры, или после нашей эры, вот до Рождества, после Рождества, такая датировка велась, практика, только в 17-18 веках. А до нашей эры, после нашей эры, как вы понимаете, в советское время. Далее. Как еще один, прошу прощения, есть такое еще понятие индиктион, то есть один год в себе вбирает цикл 15 лет. Это календарная система, введенная римлянами и заимствованная греками. Значит, они просто сделали по принципу сбора налогов. Но он тоже часто фигурирует. Теперь, как выглядят рукописи? Вот здесь я хочу, чтобы вы зафиксировали следующее. Рукописи, да, сохранились в виде книги, но это может быть, прошу прощения, свиток, это может быть кодекс. Когда я был в Египте, значит, папирусы и свитки, они продолжают производиться бедуинами, которые торгуют это все туристам. Вот. Но они это делают один в один, как это было в древности. Вот это свиток, который прокручивается вот так, значит, имеет специальный футляр. Футляр бедуины не производят, поэтому у меня его нету. Значит, футляр вкладывается, и здесь, значит, имеется либо крышка здесь, либо же он перевязывается здесь. Вот если одно сочинение Платона не умещается в один свиток, потому что мы сегодня имеем, археология нам дала, единственный свиток, который 5 метров в длину. Вот если он не умещается, текст пишется вот так. Значит, на свитке. Если он не умещается, создается второй такой свиток. И вот так может существовать 10 свитков, в котором представлено только одно сочинение Платона. Да? И, соответственно, это называется первый том. Второй называется второй том, третий том. И в силу того, что в истории был утерян один свиток, вы, читая в наше время многих классических авторов византийских, вы видите, что пробелы в их сочинениях. Это именно потому, что один из таких свитков был утерян. Дальше. Это вот в отношении свиток. Перед вами кодекс. Значит, это уже книга. Вот такого рода литература, она очень редко, я тоже о нем скажу. Главным образом все рукописи дошли до нас вот именно в таком виде. И по размерам чаще всего такого, и оно выглядит так. Разумеется, я вам не демонстрирую рукопись древнюю, она практически похожа, единственное, здесь только единственное печатное издание. Кроме печати, все остальное рукопись именно собиралась и делалась так. Каким образом? Вот этот кодекс собирался 2 листа
Значит, берут кожу, чаще всего животных, бычью, козью, овечью и так далее, да, вырезают из нее, обрабатывают специально, делают вот такой лист. Этот лист складывается надвое. Значит, потом создается второй лист, вкладывается в него и подшивается, это называется тетрадь. Тетрадь возникла именно по этому принципу. Почему? Потому что 4 двойных листа, подшитых вместе, называется тетрадь. Значит, от слова тетратот 4 по-гречески. Затем иконописец пишет на этой тетради текст. Затем переходит ко второй тетради, составляет все тетради. Тетради подшиваются в 2 деревянные дощечки, либо иной крепкий материал, и дощечки сверху натягиваются специальной кожей. Значит, переплет у рукописи бывает совершенно различный. Вот перед вами, скажем, переплет древних рукописей, которые украшены разными украшениями и так далее. Хочу обратить ваше внимание на следующую вещь. В появлениях вот этих штучек, которые вам могут показаться, что они несут исключительно функцию украшения, это было специально сделано. Почему? Потому что в древности на полках книжных книга не ставилась так, как мы ставим сегодня, вертикально. Они ложились вот таким образом. И сверху на них шли другие книги. Почему? Потому что они были очень большими, тяжелыми и так далее. Чтобы это все не портилось, делалось именно по такому принципу. Наличие вот этих заклепок, это тоже не случайно. Почему? Потому что, поскольку кожа, она очень толстая, и книги становились громадными, и делали специальные заклепки, чтобы она в нераскрытом виде была, и сохранялась лучше, и была собрана. Здесь металлические заклепки. Здесь вы видите вот такие заклепки, на которых, значит, книга стягивается. Далее. Сейчас я вам продемонстрирую, почему я это вам говорю. Потому что если среди вас есть искусствоведы, пожалуйста, перед вами одна из работ Боттичелли. Значит, если вы обратите внимание, видите, там книжка? Вот, она 1 к 1 похожа с тем, что я вам сегодня показал. Это святой Блаженный Августин, который пишет книги по тому принципу, о котором я вам говорил. Разумеется, что Боттичелли, который жил в Средневековье, он внес свои элементы, например, здесь видны инструменты, которым он пользовался, значит, чернила и так далее, и так далее. Но вот это, вот, что вы видите, это как раз свиток. А вот это книги, которые только что я вам продемонстрировал. Пожалуйста, перед вами очередной шедевр эпохи Возрождения, где вы видите, книжка раскрыта и имеет все то, что мы увидели с вами. Пожалуйста, здесь человек, который, значит, святой евангелист, который записывает Евангелие. Далее, пожалуйста, это уже, конечно, более поздний вариант. И мы здесь то же самое имеем, книги, которые изображаются на полочках, и данного писателя, судя по одеянию, как вы понимаете, речь идет о Папе Римском. Значит, таким образом, почему это очень важно? Такая есть уловка в семинарии, значит, особенно среди иконописцев, задают вопрос. Вы, заходя в храм, любой храм православный, видите Христа, изображение Христа, который держит в руках раскрытую книгу. Вот так вот. Да? И здесь, и на абхазском у нас есть надписи, и на славянском, и на греческом, и так далее. Вот с точки зрения науки, это большая ошибка. Почему? Потому что во времена Христа вот такой книги не существовало. Существовал только свиток, который он должен был держать вот так. Тот иконописец, который или живописец средневековый, да любой, в 20 веке будет создавать нечто, судя по этим деталям, вы будете понимать, знает он, о чем рисует или не знает. Почему? Потому что книга появилась, вот эта книга, кодекс появился благодаря только христианам. Он входит в оборот, вытесняя папирусы в IV веке, и в VII веке он становится доступным для всех. И на основе
пергамента книги делаются до 13 века, когда его вытесняет бумага. Но мы об этом скажем далее. Что такое кодекс, книга? Кодекс, книга – это корпус прошитых листов, переплетенных в две деревянные дощечки, либо другой материал, которые обернуты, то есть дощечки обернуты, кожаным материалом, либо другим. Фрагмент куска кожи из любого животного, обработанный, из которого потом делается рукопись. Цвет – это не случайный. Вот с этой стороны вы видите, он коричневее, здесь светлее. Почему? Потому что, если мы снимем с нашей руки кожу, не надо этот эксперимент проводить, но если мы снимем, вы увидите, что здесь темное, а снутри белое. Это почему очень важно? Потому что рукописи, их происхождение можно определить по этому принципу. На Западе начинали с внутренней стороны, на Востоке с внешней стороны. Поэтому только открыв первый лист рукописи, увидев вот этот принцип, вы можете точно сказать происхождение этой рукописи. Более того, в наше время с помощью новейших технологий ДНК, поскольку это кожа живого существа, мы можем с вами определить, где ее зарезали, где сняли шкуру, где обрабатывали, и самое главное, установить возраст этого материала. Относительно папирусов. Значит, из того, что я вам сказал, вы понимаете, что рукописи и книги делаются из 3 материалов. Запишите. Первое – папирус. Второе – пергамент. И третье – бумага. Изначально существовали таблички, на которых наносился воск, и на воске то есть автор, который писал, так писал и Платон в том числе, наносился текст. Вот такой метод он использовался до VI века на Востоке, но как появился пергамент и папирус, конечно, такой метод ушел. Почему? Потому что все-таки воск не твердое вещество, и тексты все терялись. Папирус происходит, значит, это из египетского языка означает царский. Вот альтернативное название, вот это зафиксируйте, где вы написали папирус, поставьте знак равенства и напишите вивлос, или по-русски Библия. Никакого отношения это слово не имеет к Священному Писанию. Значит, Вивлос – это название местности в Финикии. Вот там был крупнейший центр по производству папируса. И поэтому греки покупали папирусы там, и отсюда это название перешло к ним. Но еще раз повторяю, и Вивлос, который мы привыкли слышать как Библия, это одно и то же название папируса. Далее. Самые крупные находки, позвольте мне просто напомнить вам, в 1752 году, значит, были наружены папирусы Херкуланиум, называется, это 1800 свитков, и хранятся они в Национальной библиотеке Неаполя. Большая партия, я извиняюсь за это выражение, папирусов была найдена в городе Дура, Месопотамия, в 1925 году. И самая последняя крупная находка – это кумранские рукописи. Сегодня в Иерусалиме находится огромный музей, где эти рукописи выставлены. Ваш покорный слуга тоже был, видел эти рукописи. Они были найдены раскопаны рядом с Мертвым морем. Среди этих рукописей есть и тексты Священного Писания Ветхого Завета. На сегодняшний день опубликовано, не просто найдено, обработано, прочитано, перенабрано. Это называется публикация. Опубликовано 20 тысяч папирусов. Дальше. Пергамент. Второй материал. Значит, он то же самое происходит от названия места его крупнейшего производства. Есть город Пергамы в Малой Азии, современная территория Турции тоже.
Во времена пергамского царя Евмения II, это 2 век до Рождества Христова, от нехватки папирусов, потому что египетский царь отказался поставлять ему папирусы, чтобы пергамский царь не создал такую же крупную библиотеку, как в Александрии у себя. И тогда царь был вынужден искать альтернативный, как мы говорим, вариант нахождения бумаги. Вот как то же самое мы с вами делаем. Если нам закрывают сочинскую границу, мы, значит, пытаемся завести бумагу из Турции. Если ее закрывают, мы пытаемся завести оттуда. Вот то же самое возникло так пергамент. Далее. Вот здесь я хочу обратить на одну очень важную деталь, связанную с материалом, пергаментом, его производством книги. Запишите, пожалуйста, вот такое понятие, оно очень сложное. Полипсиста. Полипсиста. Чаще всего, где хранились рукописи в монастырях, некий монах, открывая вот такую рукопись, вдруг видит, что она написана на совершенно непонятном ему языке. И он говорит, я должен это стереть и написать новый текст. Вот погашенный текст рукописи и нанесенный новый текст, это называется полипсиста. Во время пребывания на Синайской горе, где находится крупнейшее хранилище рукописей, я приобрел вот такую книжку. Значит, каталог грузинских рукописей, изданный, значит, Министерством культуры Греции совместно с Синайской архиепископией и грузинскими учеными. Почему я привожу вам эту рукопись? Потому что существуют так называемые кавказские албанцы, которые жили на территории современного Азербайджана, которые имели свою письменность христианскую, но в силу того, что не были найдены памятники, шел спор, имели они, не имели, точно так же, как в отношении абхазской церковной письменности. Так вот, в конце 90-х годов 20 века ученые обнаружили на Синае рукописи, погашенные тексты албанской письменности, поверх которых были нанесены грузинские тексты. Единственная интересная деталь, которая в определенном смысле вызывает всегда недоумение. Почему в Синайском монастыре, где жили и греческие, и коптские, и сирийские монахи, именно почему-то грузинским монахам не хватило бумаги. И они погасили тексты на албанском языке и нанесли надписи на грузинском. Я не хочу обвинять только их, это делалось многими, но в данном случае в некотором смысле меня это тоже вводит в недоумение. Далее. Теперь последний материал – это бумага. Как вы знаете, друзья мои, бумага была изобретена в Китае во II веке после Рождества Христова. Бумагу производили из растения до XVIII века. Производство бумаги на основе древесины появилось только в XVIII веке. Китайцы, когда это придумали во II веке бумагу, они, так сказать, за 7 печатью секретно держали информацию производства бумаги в течение 6 веков. Только в середине 8 века, после того, как правитель Багдада взял территорию Туркменистана, он взял в плен 2 китайцев, с помощью которых он наладил производство бумаги в Самарканде, в Средней Азии. Почему в Самарканде? Потому что производство бумаги требует огромное количество воды. Это отдельная лекция, сейчас я не буду на этом останавливаться. Дальше. Из Самарканда, значит, производство бумаги, метод производства перекочевал в Сирию, в Алеппо и Дамаск, современная Сирия, оттуда в Египет, в Александрию, оттуда в Марокко. Через Марокко оно поднялось в Испанию и попало в Италию. И вот мы уже имеем в XIII веке производство бумаги в Италии, и самый крупный производитель был Фабриано. Значит, это становится крупнейшим производителем бумаги в Европе. Фабриано. Хочу отметить, что единственная рукопись, самая ранняя рукопись на основе бумаги датируется IX веком, так называемая латинско-арабский словарь. Вот здесь хочу еще добавить одну деталь в отношении бумаги. Филигранно. Значит, это, как мы говорим на русском языке, водяной знак на бумаге.
итальянцы и все европейцы, которые стали производить бумагу, они везде ставили фирменные знаки. По знаку, который будет присутствовать на рукописи, на основе бумаги, произведенной в Европе, вы можете абсолютно точно установить место создания рукописи и время его создания. Абсолютно точно. Почему? Потому что существует каталог Брекворта, который вобрал в себя 16 тысяч образцов этих филиграней. На рукописях не существует страниц. Указывалось номер тетради, первая тетрадь, в конце первой тетради, в конце давалось слово, с которого начиналось текст второй тетради, и таким образом. Но нам с вами, когда мы цитируем рукопись, надо как-то его цитировать, указывать, где это конкретно находится. Поэтому цитация рукописи производится по листам. Значит, левый, правый лист. Левый, правый лист, разворот. Левый, правый лист, разворот. То есть мы не указываем страниц такая-то в очередности. Это очень важно. Почему? Потому что вы увидите, когда, даст Бог, вы будете использовать рукопись, как это цитируется. Кодекс, то есть книга. Далее идет, например, Фесса, да? Тессалоники, Салоники. Место происхождения рукописи. Далее идет язык рукописи. Греческий в данном случае. Значит, еще раз повторяю. Кодекс. Это слово вам говорит о том, что эта книга выглядит вот так, рукопись. Фессалоники. Это говорит вам о том, что может быть написано и Ватикан, и Синай, что хотите, да? И если вы найдете в Абхазию, напишем Абхазия. Вот. Это говорит место происхождения, местонахождения рукописи. Эта графа говорит о языке рукописи. Почему? Потому что рукописи не только на греческом языке, есть и сирийские, и арабские, значит, и армянские рукописи. Поэтому вы, видя в каталоге вот эту информацию, вы понимаете, на каком языке. Далее идет номер рукописи в том хранилище, где он хранится. И далее идет, смотрите, вот это очень важно. Да? Вот то, что я сейчас вам показываю. Значит, вы можете увидеть вот такие две буковки, либо увидеть вот такие две буковки, что означает лист, не страница, а лист. И здесь вы видите 77R, 80V. Что это означает? Значит, 77 означает 77-й лист, ректо, сокращенно, то есть правая страница. 80 это 80-й лист, версо, то есть левая страница. Вот так цитируются все рукописи. Далее. Есть, я вам сейчас привел классический, да, вариант. Вы можете встретить какие-то разные вариации, вот, но классическая цитация, она строится на этом принципе. Относительно инструментов, с помощью которых наносился текст, то это тоже обширная тема. Но я хочу, чтобы вы запомнили одно слово, поскольку оно имеет отношение к Абхазии. Запишите, пожалуйста. Калами. Какое абхазское слово это? Акалам, да. То есть, это инструмент для письма чернилом на папирусе или пергаменте. Наличие этого слова в абхазском языке не случайно. Не случайно. Почему? Потому что это говорит и о наличии письменной традиции в древности. Существует книжная миниатюра. Книжная миниатюра – неотъемлемая часть многих рукописей, особенно тех рукописей, которые создавались при участии императоров, потому что они платили на это деньги. Вот перед вами книжная миниатюра, на котором вот здесь вы видите женскую фигуру императрицы, здесь император, оба византийские. Здесь Христос, изображение Христа, который возлагает на них венец. Это император Михаил VII Дука, византийский император. Это царица Мария Аббасская или Мария Аланская. Ее прабабушка
точнее, в свите этой императрицы прибыла в Константинополь женщина, которая была прабабушкой известного византийского гуманиста Иоанна Цеца. Поэтому мы с вами исключительно благодаря миниатюрам имеем изображение этой императрицы. Самая известная рукопись, где имеются 430 миниатюр, это так называемая минология императора Василия II, X века. Эта минология Василия интересна еще чем? Что все 430 миниатюр, представленных в них, они все подписаны авторами. То есть, кто написал, мы даже точно знаем, все эти миниатюры. Теперь, где хранятся рукописи, если вдруг вы после сегодняшней моей лекции надумали заняться изучением рукописей истории Абхазии? Разумеется, многие библиотеки являются обладателями. Мы точно знаем, что более 2500 библиотек в мире являются обладателями греческих рукописей. Ближайшие к нам находятся в Москве, синодальная библиотека. По количеству греческих рукописей они находятся на территории современной Греции, где только в монастырях Святой горы Афон, откуда прибыли монахи, создали Новоафонский монастырь, где и мне посчастливилось бывать не раз и работать с отдельными рукописями. Там хранится 15 800 греческих рукописей. Далее, Ватиканская библиотека, Синайская библиотека, Египет, рукописи Святой горы Афон, как я вам сказал, Иерусалим, Кумранские рукописи, монастырь в Патмосе, Парижская национальная библиотека, библиотека Британского музея, Венеция, библиотеки Святого Марка. За исключением нескольких из перечисленных мною, во всех остальных, милостью Божией, я тоже побывал. Разумеется, что, друзья мои, я вам не перечисляю все библиотеки. Это перечислил те библиотеки, в которых наибольшее количество и ценные рукописи хранятся. Вот для того, чтобы поехать туда и изучить рукописи, вам нужно знать следующие предметы. Пишите, пожалуйста, если здесь будет видно вам, я напишу. Пожалуйста. Палеография. Кология, немножко искусственная, потому что в переводе на русский язык это сложно. И третье, издание рукописи. Экзоси, по-гречески одним словом. Вот эти три вещи, друзья мои, нужно знать почему. Что значит палеография? Когда ваш покорный слуга освоил древнегреческий язык, я думал, что теперь все. Иду, где хранятся рукописи, и все, я готов читать тексты. Придя там, где хранятся рукописи, открыв нужную рукопись, копию, есть специальные аппараты, фильмы и так далее, я понял, что я не смог прочитать из целого листа рукописи, за исключением 2-3 слов, ничего. Почему? Потому что рукописи написаны от руки. Вот сейчас, если мы соберем с вами все тетради, в которых каждый из вас вносил свои заметочки о том, что я говорил сегодня здесь, вы увидите, что у каждого свой почерк, у каждого своя манера сокращений, у каждого свой способ написания. Да? И, соответственно, не всякий из нас сможет прочитать то, что вы написали там. Вот чтобы освоить этот метод, мне пришлось потом учиться 8 месяцев в греческом палеографическом обществе, получить базовую основу знаний в этой области, чтобы я мог почитать рукописи. Почему? Разница вариации написания букв. Раз. Это огромная тема. Соединенные буквы. Например, вы можете встретить один символ, графическое изображение, в котором соединит 3 буквы. И таких вариантов очень много. Далее. Отсутствие единых правил письма. Это очень важный момент. В древности, друзья мои, не было никаких знаков препинания. Не было никаких разделений между словами. Я вам продемонстрирую сейчас некоторые такие тексты, пожалуйста. Текст, который относится
к VI веку. И как вы видите, все пишется с заглавными буквами, без всякого разделения, без всякой пунктуации. Значит, написание с маленьких букв, да, то, что мы сейчас используем, появилось только в VIII веке. Почему оно появилось? Потому что летописцы, переписчики, когда писали, либо создавали копию документа, писать вот так очень сложно. Почему? Потому что надо вырисовывать каждую. А прочерком легче. И в процессе писания они облегчали себе работу. Поэтому у нас появилась, иная письменность с VIII века. Люди ценили бумагу как золото. Поэтому они пытались с помощью разного рода сокращений, разного рода соединения слов сэкономить бумагу, внести максимальное количество текста и слов на этой книге. Отсюда у нас возникли эти сокращения. Но они-то, делая, понимали, о чем они пишут. Мы-то с вами должны это все прочитать. Вы даже никогда не догадаетесь, если не будете подготовлены, что это означает греческую букву омега и букву М. Просто черточка. Далее. Есть еще такое понятие номина сакра, священные имена. Самое известное я вам приведу, потому что вы тоже это часто встречаете. Значит, Иисус Христос. Это означает полное имя Иисуса Христа. Либо на археологических памятниках, обнаруженных в Абхазии, есть надпись М. Какая-то греческая точка, тоже с такими знаками. Означает Митер Θεού, Матерь Божия. Это целая отрасль. Надо все эти имена запоминать, чтобы вы смогли прочитывать. Далее. Ковикология. То есть составление каталогов. Передо мной каталог греческих рукописей монастыря Влатаден, составленная немецким ученым Эрихом Ламбертсом. Мне посчастливилось быть и на его лекции в Салониках. Что значит этот каталог? Разумеется, придя в этот монастырь, правда, туда могут попасть только мужчины, значит, это полуостров закрыт для женщин, в связи с тем, что женщины тоже активно занимаются исследовательской работой над рукописями, был построен специальный институт в Салониках патрологических исследований, куда привезли копии, диафильмы всех греческих рукописей монастырей Святой горы Афон, чтобы и у вас, в том числе, если в дальнейшем появится такое желание, был доступ к этим рукописям. Разумеется, придя в любую книгохранилище, библиотеку, никто вас, конечно, не пустит там, где хранятся рукописи. Вам дадут вот такой каталог на руки, он есть и в интернете, и скажут: укажите точно, какую вы рукопись хотите, какой лист хотите. Только при таких условиях. Поэтому наличие вот таких каталогов, где расписана дата составления, время составления, автор, сколько страниц, какие страницы отсутствуют и так далее. У меня есть даже каталог греческих рукописей с монастыря Иверон, в котором в свое время жили и абхазские монахи в том числе. Далее. Издание рукописи. Вот здесь очень важно. Почему? Потому что, например, вы в Фейсбуке, значит, в социальных сетях вдруг начали активно спорить с вашими сверстниками из Грузии. Они вам говорят: вот такой-то источник византийский говорит о том, что вас здесь вообще не было. Значит, вы пришли с гор в 17 веке и заняли грузинские территории. Вы, значит, в свою очередь говорите: нет, вот мы, так сказать, были, потому что есть ссылка вот на это и так далее. В том случае, когда и вы, и ваш оппонент апеллируете, то есть ссылаетесь на один и тот же источник, который для него говорит, что вас не было, а для вас говорит, что наоборот вы были. Вот здесь возникает проблема. Почему? Потому что самое сложное – это издание рукописи. Почему? Потому что издать одно сочинение, например, Феофана Исповедника, автора VIII века, который нам сообщает очень много, в том числе об Абхазии, либо Прокопия Кесарийского, либо Агафия Миринийского и так далее. Исследователь должен собрать
ознакомиться со всеми рукописями, которые существуют в мире, соотнести их и показать нам, какая из них ранняя, значит, и какие изменения произошли в последующих рукописях. Это называется генеалогическое древо рукописи. Без этого спор ваш с любым оппонентом будет безрезультативным. Сегодня исследователи, которые пишут докторские диссертации, кандидатские работы по историческим и другим темам, могут опираться только на критическое издание любого сочинения. Это очень тяжелая работа, но тем не менее другого варианта нету. Вам повезло, если тот или иной источник, который вы используете, уже издан. Например, французы в 20 веке издали так называемую серию «Сурс христиан», христианские источники, 550 томов, в которых мы имеем критическое издание христианских писателей, их сочинений, начиная со II века и заканчивая XIV-XV веками. Это счастье имеется, значит, у нас в силу того, что французы все это время работали. Вот все эти 550 томов, они помещаются вот в этом компьютере. Они у меня есть в PDF здесь. То есть не нужно ездить ни во Францию, никуда. Это в свободном доступе находится. Вот все, что я теоретически и в общем изложил о греческих рукописях и о методе работы с ними, я вам хочу продемонстрировать один буквально абзац, еще займу ваше время, на основании неизданного, то есть рукописного, послания константинопольского патриарха Германа II, он жил в XIII веке, кардиналам, в которых есть упоминание о нашей с вами истории, о нашего народа. Эта рукопись, она не издана, поэтому нигде вы прочитать, за исключением французского перевода одной из рукописей, не сможете. Эта рукопись, значит, послание сохранилось в 4 рукописях. Первое. Кодекс Ватиканум, значит, как мы уже сказали, вы это уже свободно читаете, номер 1490, страницы, листы, 360-361. Вот. Второй, я не буду все вам здесь фиксировать, значит, есть один ватиканский, 2 афинских и 1 Святой горы Афон. Наше счастье, что нам не нужно сверять 50 рукописей. Наше счастье, что это послание только сохранилось во всем мире, только 4 рукописи. Значит, 2 из них оказались доступны для меня, значит, в Афинах, в библиотеке греческого парламента, куда существует специальный доступ. Вот эта рукопись, из которой мне позволили сделать копию. Вторая рукопись стала доступна мне из Святой горы Афон. Вот эта рукопись. Не хватает еще 2. Одной афинской, которая хранится в Национальной библиотеке, в силу того, что там шел ремонт, и мне не позволили работать с этой рукописью. И вторая находится в Ватикане, куда тоже я, когда занимался этой темой, не попал. Вот если вы сверите 4 рукописи этого послания, вы увидите следующее. Значит, в ней сообщается следующее. В послании патриарха Германа II кардиналам среди указываемых православных народов упоминаются иверийцы, грузины, авазги или абазги, абхазы, аланы, осетины, готы, хазары и бесчисленная из 1000 народностей Русь. Все они, согласно этому тексту, подчинялись греческой, то есть Константинопольской церкви. Проблема в чем? Проблема в том, что в одной рукописи отсутствует слово «абазги». Во второй рукописи вместо одного из названий народов стоят лазы. И вот чтобы нам окончательно удостовериться, что то, что я вам говорю, это именно так, нужно сверить нам 4 рукописи,
выяснить, которая из них является древней, на основании нее построить геологическое древо, затем, освоив палеографию, прочитать все это, набрать на современном языке и потом еще перевести на абхазский язык. Тогда ваш вклад в науку абхазскую будет неоценим. А наука схаштрится гзамыз, избанзристас гисхаштрится гзамыз, ехапи исымаз лекция ябзорана, мачки исхаштрится гисволос решить. И табу перина дардзе. Многие наши историки говорили о том, что греческий язык являлся письменным языком государства, особенно Абхазского царства. Но источники у нас, к сожалению, не остались, которые были написаны внутри Абхазии именно. У нас есть много источников, которые были написаны в Византии, но не здесь. Как вы, согласны ли вы с этим мнением, и что вы считаете насчет мнения с абхазской письменностью, которую писали Кудрявцев и Ашхацала? Отношение абхазской письменности, точнее использование греческого языка в качестве языка богослужения государства подтверждается еще и тем, что я вам сегодня демонстрировал 2 каменные плиты, надпись на которых была сделана в Абхазии. Она не была сделана за пределами Абхазии, привезена сюда. Да? Это говорит о том, что эпиграфические надписи тоже свидетельствуют. Кроме того, у нас сохранились рукописи императора патриарха Константинопольского Николая Мистика, адресованные абхазским царям. Эти рукописи, на наше счастье, Дженкинс и Уэстерн издали, это византологи, жившие и работавшие в Америке, издали в 80-х годах критический текст этих писем Николая Мистика. И мы точно знаем, какая идет информация там. Разумеется, что патриарх бы не писал бы, если бы та сторона, которым являлась адресатом, не понимали бы греческого языка. И нам не нужно в этом отношении доказывать кому-то, что мы использовали греческую письменность в делопроизводстве, в государственном языке. Мало того, когда умер абхазский князь Сафербей Чачба, погребенный в Лыхинском храме, когда он был окутан с одной стороны влиянием Российской империи, с другой стороны западно-грузинскими князьями, дадьяновцами и так далее, и так далее. Тем не менее, он избрал языком надписи эпитафии на своей могиле греческий язык. Вы, наверное, были, психологически готовы именно такую серьезную лекцию послушать? Конечно, очень интересная лекция, тем более с точки зрения истории. Потому что действительно многие историки считают, что в Абхазии была своя письменность. Другое дело, что она была потеряна. Но то, что она была, это доказывает многое. Что дает вот такая лекция? Вот скажите, вот сегодня с каким ощущением вы уходите из этой аудитории? Очень одухотворенным, потому что очень интересная лекция на самом деле. Спасибо большое отцу Дорофею. Лекция была ориентирована не только на широкую аудиторию. Лекция была ориентирована очень конкретно на студентов и особенно на историков. Мне кажется, что на историческом факультете ваших лекций очень не хватает. Это во-первых. Во-вторых, нужно срочно возвращать на исторический факультет древнегреческий язык. Когда-то он преподавался, у меня ностальгия по этому языку. Лекция была совершенно такая классическая. Такое соприкосновение с наукой, вы понимаете, бывает не на каждой лекции. Студенты не очень любят работать с источниками. Правда же? Легче зазубрить учебник, легче перечитать энное количество специальной литературы по проблеме, написать компилятивного характера семинарский доклад, написать курсовую дипломную тоже в духе полной компиляции, с источниками знакомиться только во фрагментах, в отрывках и так далее. И лекция, которая состоялась, она
мне кажется, должна стать стимулом для наших студентов прежде всего исторического факультета, чтобы они прежде всего интересовались источниками. С источников надо начинать науку. Странно, вот если кто-то из вас даже скажет, кто это сказал. Незаконченную цитату, что наука самая ценная, самая важная, самая нужная, самая прекрасная. Кто мог сказать? Ученый. Это сказал человек искусства, это сказал писатель. Тимур, молодец просто. Антон Павлович Чехов. Наша лекция подходит к концу. Лекция, которая сегодня состоялась в нашей программе, в этой аудитории, в нашем университете, это событие. Спасибо вам огромное. Это была кафедра. Спасибо.